На своей странице в соцсети некая женщина с низкой социальной ответственностью, имеющая осетинское происхождение, Дзира Сабираагова, опубликовала видеообращение провокационного, шовинистического, ложного и даже преступного содержания, в которой, используя откровенные фальсификации и ложь, всячески дискредитирует, очерняет и оскорбляет историю, этнографию ингушского народа. Помимо всего ею сказанного из той совокупности наглой дезинформации, которыми она не подкрепляла ни единым доказательством, эта фальсификаторша и интригантка посмела оправдать трагедию ингушей, связанную с выселением 1944 года и последующим геноцидом, и бессовестно заявила, что ингуши якобы были предателями в годы Великой Отечественной войны, что, разумеется, является циничной клеветой. Но прежде чем приступить к разоблачению, предупреждаем, что данный видеоматериал никак не преследует цели разжигания межнациональной розни, нисколько не имеет умысла на реабилитацию преступной идеологии нацизма, отнюдь не претендует на экстремизм и не побуждает к противоправным деяниям, запрещенных законодательством Российской Федерации. Это лишь ответная реакция на публичную провокацию, созданная для защиты исторической правды. Претензии ингушей к Сталину, что он их сослал. Вот это я прям хочу по пунктам разобрать. Что Сталин такой жестокий сослал их в Казахстан. Геноцид ингушского народа. Вы значение слова геноцид знаете? Первый вопрос. У вас, я не знаю, почему-то еще поднимается вопрос, почему вас сослали, как пишут ингуши. Из-за отдельных личностей весь народ сослали. Вот сослали. Во-первых, почему сослали? То есть вопрос вот возникает, да, вот у современных ингушей. Вам не рассказывали родители или вы не читали. Вы были предателями, то есть ингуши были предателями. Сдавали фашистам позиции советских войск. Помимо этого воровали продовольствие, которое предназначалось для армии советской и для населения. То есть сослали вас потому, что вы были предателями. И еще раз повторю, сдавали фашистам позиции советских войск и воровали. Во-первых, следует уточнить, что Верховный Совет СССР в 1989 году принял декларацию, согласно которой сталинские депортации народов были признаны незаконными и преступными. Также, в принятом в 1991 году законе РСФСР о реабилитации репрессированных народов, в статье 2 этого закона депортации черному по белому названы политикой клеветы и геноцида. То есть то, что это действительно был геноцид, официально признанный высшими государственными органами власти сначала СССР, а затем и России. А теперь, к слову, о предателях. Сразу скажем, что безусловно, как среди ингушей, так и среди осетин и всех других народов СССР было огромное количество героев, отдавших жизни в борьбе с гитлеровской нечистью. Мы признаем и чтим мужество как осетин, так и ингушей, воевавших против нацистской Германии. Но, к сожалению, поскольку сегодня больше всего именно представители осетинской национальности в интернете необоснованно и клеветнически обвиняют ингушский народ в якобы предательстве в годы Великой Отечественной войны, навешивают на весь народ ложные ярлыки, то в качестве ответа мы покажем обратную сторону монеты. А именно сведения из достоверных архивных источников, в которых указано, сколько тогда во время войны в численном порядке среди представителей осетинского народа были зафиксированы коллаборационизм, дезертирство и участие во вражеских легионах. То есть, мы покажем, сколько было задокументировано предателей среди тех, кто сегодня больше всех кричит с пеной у рта и несостоятельно вешает ярлыки предателей на другие народы. В академическом труде под названием «Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне», изданном в Москве в 2012 году, на странице 178 указано, что в Северокавказском легионе вермахта в 802-м батальоне в составе вражеских войск воевали около 900 осетин и 37 немцев. В научной публикации доктора исторических наук Виктора Николаевича Земского под названием «Возвращение советских перемещенных лиц в СССР» со ссылкой на Государственный архив Российской Федерации указано, что на спецпоселение в 1949 году из числа предателей, воевавших в составе коллаборационистской армии Власова, указано 595 осетин. То есть, официально задокументировано, что как минимум 600 осетин воевали в предательской армии Власова. В справке из Российского государственного архива о численности дезертиров и уклонистов от службы в Красной армии указывается, что за 3 года от начала войны до сентября 1944 года из Северной Осетии официально зафиксировано свыше 5000 дезертиров и уклонистов. Итого, лишь только по этим авторитетным открытым источникам у нас получается как минимум 1500 официально задокументированных лиц осетинской национальности, воевавших против СССР в составе коллаборационистских легионов вермахта, и плюс 5000 дезертиров из Северной Осетии. Вот так вот, больше всего предателей оказалось среди тех, кто сами лицемерно других клеймят предателями. Делает ли это весь осетинский народ предателем? Разумеется, нет. Обвинять целые народы в грехах отдельных отщепенцев – это метод сталинских палачей. Но поразительно то, что сегодня этот же грязный метод используют интернет-фальсификаторы, чтобы очернить ингушей. Прежде чем клеймить соседей, полезно изучить архивы собственной истории.